В далекие времена все восточные сладости изготавливали аптекари и знахари, которые старались придать сказочный вкус не особо вкусным лекарственным средствам. И сегодня на Востоке кондитеры пользуются большим уважением, а ассортимент восточных сладостей насчитывает не менее 200 наименований, среди которых заслуживает особого внимания чак-чак. Чак-чак – это излюбленная восточная сладость в кухне татарского народа, активно занимающихся пчеловодством и сельским хозяйством. Масло, мука, яйца, молоко и мед – это все, что нужно для вкусного чак-чака. Свежий душистый чак-чак дает возможность ощутить запах экзотических цветов, меда и почувствовать на себе всю силу и магию Востока. Раньше это блюдо считалось более праздничным, вроде торта по особым случаям. Он присутствовал на всех праздниках и значимых датах, на свадьбах. Родители молодых, навещая друг друга, приносили в качестве гостинца пироги и непременно чак-чак. Татарам искусство приготовления чак-чак пришло из булгарских времен. Чак-чак хранится около 3 недель. Едят его обычно руками. Иногда его разрезают на маленькие кусочки, если он большой формы. В Казани, в Старо-Татарской Слободе Республики Татарстан, есть музей чак-чака. Он находится в доме купца Бургануддина Муллина, памятнике архитектуры XIX века. Музей чак-чака – это место, в котором за чашкой чая и кусочками разных видов чак-чака можно окунуться в историю возникновения и секреты приготовления национального татарского блюда. И вот в преддверии Дня согласия и примирения умелыми руками Поповой Анжелы Юрьевны на нашей кухне было приготовлено это лакомство, которое нами с удовольствием было отведано, и мы тоже смогли прикоснуться к истории татарского народа. Одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа является его национальное самобытное танцевальное искусство, формирующееся на основе культурно-бытовых традиций. Татарский танец является выражением истории и самобытности народа, благородством и достоинством, нежностью и смелостью, мудростью и глубокой человечностью покоряют народные татарские песни и танцы. Возникнув в глубокой древности, они прошли большой исторический путь, вбирая в себя и отражая достижения народа в его трудовой деятельности, мышлении, в его борьбе за светлое будущее. И в День согласия и примирения хотим поздравить всех татарским народным танцем в исполнении изящных танцовщиц МБДО Центр развития ребенка «Мчарь».